В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное из сегодня. Все для победы. Рамзан Кадыров передал крупную партию техники для нужд специальной военной операции. Обсуждение актуальных тем. Каждая страна сможет воспитывать своих молодых граждан с осознанием на важной роли в будущем достижении целей и устойчивого развития. Хадижа Кадырова по приглашению дочери президента Лейлы Алиевой посетила Азербайджан. Военно-социальный центр. ВСЦ будет функционировать в режиме одного окна, где собраны все функции военного управления, относящиеся к социальным гарантиям военнослужащих, членов их семей. Военнослужащие теперь могут обратиться в региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» для решения вопросов, находящихся в компетенции Минобороны. Региональный общественный фонд имени Героя России Алмата Хаджи Кадырова передал новую партию спецтехники для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции. На линию фронта доставить 20 единиц УАЗ. Они отличаются высокой проходимостью, мобильностью и способны преодолевать трудные участки. Глава республики лично осмотрел и убедился в их качестве. Такая помощь оказывается на постоянной основе. Благодаря этому наше подразделение на передовой эффективно решает служебные задачи. Справедливый переход к зеленой энергетике, поддержка молодежных инициатив в борьбе с изменениями климата – ключевые темы повестки конференции ООН по климату. Мероприятие объединило в столице Азербайджана ведущих экспертов в области изменения окружающей среды. Российскую делегацию возглавил помощник президента Руслан Эдильгириев. Принимал участие также первый заместитель руководителя администрации главы правительства, министра Хадижа Кадырова. Репортаж Медины Мударовой. 29-я конференция сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата стартовала 11 ноября в столице Азербайджана и собрала все мировое сообщество. Цель – разработать общую политику по борьбе с изменением климата. В Баку собралось 75 тысяч неравнодушных делегатов из 190 стран. Это правительственные чиновники, политики и инвесторы. Российскую делегацию возглавил член команды Кадырова, помощник президента страны, спецпредставитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдильгириев. Саммит открыл президент принимающей страны Ильхам Алиев. Дамы и господа, приветствую всех вас в Азербайджане. Многие из наших гостей посещают Азербайджан впервые. Надеюсь, что у них будет возможность познакомиться с нашей страной, ее историей, традициями и культурой. За 2 недели работы странам-участникам конференции предстоит решить, будет ли увеличено финансирование борьбы с изменением климата. Участие в саммите приняла первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министр субъекта Хадижа Кадырова. Она выступила на пленарной сессии с докладом, в котором рассказала о роли экологического и культурного воспитания будущих поколений. На мероприятии также присутствовал министр здравоохранения региона Адам Алханов. Добрый день, спасибо за возможность выступить на таком важном
для будущего нашей планеты мероприятия. Устойчивое развитие – это не только про технологии и экономику, это про наше сознание и культуру. Как мы воспитываем своих детей, как мы передаем им знания о природе и окружающем мире – это ключевые вопросы. Без активного участия будущих поколений в вопросах устойчивого развития мы не сможем добиться ощутимых результатов. Согласно данным ООН, к 2050 году население Земли достигнет 9,8 миллиарда человек. Из них почти половину будут составлять поколения, которые мы воспитываем уже сегодня. Именно от того, как мы воспитываем эти поколения, зависит их готовность к будущим вызовам и способность нести ответственность за судьбу планеты. В скором времени они станут основной движущей силой, формируя социальные, экономические и политические процессы на глобальном уровне. Наша задача – заложить им основы ценностей, чтобы они могли успешно справляться со своими ролями и обеспечивать устойчивое развитие общества в быстро меняющемся мире. Для успешного воспитания будущего поколения важно не просто указать на приоритеты, но и интегрировать их в повседневную жизнь молодежи, формируя в них понимание значимости каждого аспекта устойчивого развития. Это поможет молодежи осознать, что их действия имеют прямое влияние на будущее планеты и качество жизни в их сообществе. Наша задача – воспитать в молодежи сознание, что они – это часть решения глобальных, экологических, климатических и социальных проблем. В этом контексте важную роль играют конкурсы и инициативы, предоставляющие возможность молодым участникам попробовать самостоятельно найти гармоничное решение проблем быстро меняющегося мира. В нашей стране внедряется множество инициатив, сфокусированных на вовлечении молодых поколений в тему экологии и устойчивого развития. Это поможет сформировать у следующих поколений ответственное отношение к будущему, обеспечив их активное участие в решении глобальных вызовов. Таким образом, каждая страна сможет воспитывать своих молодых граждан с осознанием на важной роли в будущем достижении целей и устойчивого развития. Нужно учить эти поколения ответственности и вниманию к окружающим условиям уже сегодня. Это задача для всех стран, и именно от нашей эффективно выстроенной коммуникации и сотрудничества зависит будущее планеты. Спасибо. Также Хадижа Рамзановна по приглашению вице-президента фонда имени Ильхама Алиева, старшей дочери президента страны Оганеи Лейлы Алиевой, посетила международную выставку «Мама, мать, природа», которая прошла в культурном центре Гейдара Алиева. Элементы экспозиции были представлены с целью призвать к защите окружающей среды. В рамках рабочей поездки министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов провел встречу в городе Баку с гендиректором Национального центра онкологии Минздрава Азербайджана Джамилем Алиевым. Ее главным итогом стало подписание между министерствами меморандума о научно-исследовательском сотрудничестве в области раковых заболеваний. Я думаю, что будем совместно работать, очень важно. Это и для больных большая польза будет. Наши врачи могут приезжать к вам. Ваши, мы будем всегда рады здесь видеть. Спасибо. Хорошо. Это наше общее дело. Общее дело, конечно. На благо нашего народа. А затем стороны обменялись подарками. В ходе визита в Центр онкологии для чеченской делегации провели экскурсию по медучреждению и показали высокотехнологичное оборудование. Хадижа Кадырова пообщалась с юными пациентами, пожелала им скорейшего выздоровления и передала подарочные наборы от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Каждый ребенок встречал гостя с улыбкой. Там у них есть крем, делать руки срастаются. لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. В завершении стороны запланировали реализацию совместных проектов, обмен профильной документацией, литературой, а также учеными и специалистами. Медина Мадарова, Ахмед Хизриев, Сайтели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. Югагрохолдинг – современное лицо регионального агропромышленного комплекса, круглогодичные непрерывные циклы производства, тонны собираемых плодов в сутки, абсолютно экологически чистые продукты. И все это благодаря слаженной работе команды, которая функционирует как часы. Говоря о ключевых показателях, особое внимание уделяется доверию покупателей. Турпал Алитайсумов ознакомился с процессом.
Тепличный комплекс «Югагрохолдинг» функционирует в регионе с 2017 года. Сегодня это одно из крупнейших сельхозпредприятий субъекта. Круглый год оно выращивает овощи высочайшего качества и может обеспечивать определенной продукцией не только Чеченскую республику, но и другие регионы России. Сейчас идет сбор огурцов, которые здесь двух видов. Это малые и длинные плоды. Как рассказывает главный агроном Александр Беликов, за 5 лет своей работы он увидел множество преобразований. И сегодня работа комплекса надежна, как швейцарские часы. Мы выращиваем огурец Дьорн, это голландской селекции, и огурец Светогор, тоже голландской селекции. Один среднебугорчатый огурец, который мы видели тоже, один короткоплодный огурец. Значит, эти теплицы построены весной 2019 года, то есть 5,5 лет функционируют. Построены исключительно по голландской технологии. То есть здесь используется все самое современное, что есть сейчас для выращивания огурца. Значит, оборудование, мощная досветка, которая позволяет нам выращивать в несезонный период. То есть у нас оборот длится с октября месяца до апреля. Огурцы имеют специальную технологию производства. Попасть внутрь теплиц в этот раз нашей съемочной группе оказалось невозможно. Дело в том, что сейчас там строгий карантин. Любой посторонний предмет, даже обычный телефон, может навредить, ведь их выращивают без использования химикатов и пестицидов. При этом урожай богатый и прорастает довольно быстро. Рабочие только и успевают аккуратно складывать его в ящики и отправлять на продажу. Условия, в которых появляются новые плоды, очень комфортные для данной овощной культуры. Климат здесь летний. Есть даже генерация тумана, чтобы поддерживалась естественная влажность. Благодаря данной технологии рабочие собирают около 40 тонн плодов в сутки. По словам сотрудников Югагрохолдинга, чистота, порядок и ответственность – вот залог успеха и качества производимой ими продукции. Условия работы хорошие, поскольку дисциплина налажена так же отлично, как и само выращивание овощей. При этом стоит отметить, что продукция, поступающая на внешний рынок за пределами республики, пользуется не меньшим спросом, чем у местных покупателей. И все опять-таки из-за качества плодов, а значит и пользы потребления. Здесь это экологически чистый продукт производят. Приятно здесь работать. Работа, одним словом, для души для меня лично здесь. Убираем листья там после, подметаем. Чистота самое главное здесь. И все, что надо. Пасники убираем, чтобы урожай у нас хороший получился. Естественно, урожай дает свои плоды. Результат не за горами бывает. Для выращивания требуется вода. Ее добывают прямо здесь, из скважины, и очищают. Плоды питают, как и положено. Фотосинтез, то есть воздушное питание растений, идет за счет искусственного света, который не отличается от солнечного. Сезон выращивания огурцов продлится до марта. Затем последует пересадка растения и запустится новое производство уже до июля. Турпа, Лолита Исумов, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская республика. Действующие военнослужащие могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» для решения вопросов, относящихся к компетенциям Минобороны. В Грозном открыли военно-социальный центр с участием бойцов специальной военной операции. Основная задача – соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и их семей. О том, как будет организована работа, Валентина Гусевская. Военно-социальный центр начал свою работу на базе регионального фонда защитников Отечества. В его задачу входит решение вопросов компетенции Министерства обороны России. Подобные отделения открываются во всех регионах страны. Те, кто решил обратиться в фонд, подходят к специалисту для регистрации обращения. Действующих же участников СВО направляют в военно-социальный центр. Здесь действует принцип одного окна. На событие пригласили военнослужащих и участников специальной военной операции, которые ранее обращались в фонд. Гостям рассказали о работе организации и показали сам военно-социальный центр. Военно-социальный центр Министерства обороны Российской Федерации открыт для наших защитников, военнослужащих, членов их семей, участников специальной военной операции. После небольшой экскурсии гости посмотрели видеообращение от заместителя министра обороны Анны Цивилевой. Было и немало вопросов о работе центра, которые военнослужащие задавали в ходе обсуждения. Военнослужащий, он действующий, он не уволен, он пришел к вам к каким-то вопросам. Ваши действия. Мы его перенаправляем в кабинет ВСЦ, они его принимают, составляют на него заявку, вот, определяют проблему, с которой он обратился, и работают. Фонд очень помогает военнослужащим и СОшникам. Я 2-3 раза обращался и был удовлетворен.
Стоит отметить, демобилизованных участников СВО, как и ранее, будет сопровождать фонд. Вопросы о действующих сотрудников и их семей – зона ответственности военно-социального центра Министерства обороны. Он будет напрямую взаимодействовать с органами военного управления. Это поможет быстрее работать над обращениями. Открытие военно-социального центра Чеченской Республики позволит ощутимо сократить время обработки данных. Основной задачей военно-социального центра – соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Это обеспечение денежным довольствием, социальными и компенсационными выплатами, медицинское и жилищное компенсационное и страховое обеспечение, а также санаторно-курортное лечение и многое другое. Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина для помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Чеченском педагогическом университете состоялась торжественная церемония открытия курсов повышения квалификации на тему «Деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями профессиональных образовательных организаций». В конференц-зале собрались советники и руководители школ из муниципалитетов. Перед собравшимся выступили директор Росдетцентра Александр Кудряшков и заместитель министра образования и науки Ахмед Усманов. Они отметили, что цель курсов заключается в создании условий для гармоничного развития детей и молодежи, основываясь на новой философии воспитания, которая опирается на традиционные духовно-нравственные ценности. На самом деле очень важно развитие системы воспитания, развитие института советников по воспитанию, взаимодействию с детскими общественными объединениями, образовательных организациях. Я уверен, что все присутствующие видят присутствие Александра Сергеевича на открытии данных курсов, понимают важность данного направления, значимость данного направления. И, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности непосредственно Александру Сергеевичу. Мы буквально пару месяцев, наверное, не прошло с того момента, как с ним обсуждали в его предыдущей поездке в Чеченскую Республику необходимость проведения такого мероприятия, проведения обучающих мероприятий для советников директоров по воспитанию. И буквально сразу оперативно решился вопрос, нашли средства, и сегодня мы с вами открываем очень такое важное и значимое мероприятие. Всех благодарю, кто вызвался принять участие в данных курсах, и всем желаю творческих успехов. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.